samohrana. Uvek sanjam da sakupljam mele, bilje i posilje, da ga tropim svetom vodom i napajam prah, hrastovi, oranicu i dubravu. Noć mi daje noć tišini. Sva pamćenja i svu slavu venak sam pesme splela. Tako sam se zaželela da se vratim na ognjište, da udišem mir i sena. Bosonoga vrbama i potocima drevne pesme da pevušim, pred večerjem niz planinu kad te spušta klepetuša, a vesela krula javlja, da uskliknem gromoglasno, nego da mi odpozdravlja, tajnim migom, tajnim znakom. Tajna uzda nam je Bogom dana, zemljo moja, biser suzom porana. Nije to mnogaj, pa je... On sad se časna pa još, što ja budu i treći razlog. Я сейчас верю в нашем ряду, и мне говорили, чтобы не спеть, и я до сих пор не знаю, что мне спеть. Много любимых. Во-первых, я хочу спеть песню, которую вот, мне напоминает одна акция, она называлась «Неугасимая лампада». Я в ней участвовал в Крыму, и там же встречался с сербскими полевыми командирами, и мы пели песни, которые мы знаем и на русском, и на сербском. И в том числе, в то время это была новая песня, но она очень подходит именно к той ситуации, в которой мы сейчас живем. Разметала вселенская вьюга, как разбитое сердце страна. Все труднее видеть друг друга, все труднее друг друга обнять. Но забудь суету и тревогу, пару слов в телефон надыши. Пусть разорваны наши дороги, остаются тропинки души. Пусть разорваны наши дороги, остаются тропинки души. И по этим душевным тропинкам мы на новый сойдем перевал. И друзей соберем и в обнимку наших песен припомним слова. Будут лица сходи прекрасны, будут звезды над нами кружить. Пусть разорваны наши пространства, остаются тропинки души. Пусть разорваны наши пространства, остаются тропинки души. Придирая усмешку разлуки, здесь герой нам стоять на краю. И я знаю, и дети, и внуки к нам проторят тропинку свою. Грусть разлука, печальные дороги, рысаков запрягать не спеши. Продолжаются наши дороги, продолжаются тропы души. Продолжаются наши дороги, продолжаются тропы души. Сейчас хочу вам представить, как я, Сережа Короткова. Сережа и я познакомились примерно именно в то же время, когда случилось, что случилось в Белом доме. Так что, пожалуйста, Сережа сейчас Коротков как поэт, мой друг и мой кум. Даже я была свидетелем, когда он встречался с той прекрасной женой. Первое стихотворение, которое я прочту, оно посвящено Слободанке Антич, называется «Сербская мать». Сын у матери умер, могила у самых ворот. Старый сторож ворчит,
Уходи, не ломай мои гряды, мать вгрызается в землю, копает ее словно крот. С милым сыном моим, и я хочу и в могиле быть рядом. 8 дней так проходит, а с неба то снег, то гроза. На 9-й увидела сына в сиянье приветном. Мать, смотри, мои руки до неба растут, как лоза. Мое сердце ладьёю плывет в синем дыме рассветном. Успокоилась мать, и соседей мужчин призвала. С поминальным вином речь такую пред ними держала. Сын сказал мне: воистину Богу хвала, что на этой земле мать любого из вас на соломе рожала. А еще говорил, что для сербов есть в небе гора. Там гнездятся орлы, белоснежные, словно вершины. Что война есть война, и окопы совсем не пора. Да, ответили скупо вставая седые мужчины. Пожелание. Меня застрелят в поле, и я умру легко, и кровь моя просолит бугор неглубоко. В полыне обгорелой не век же мне лежать, снесу пустое тело в могильную кровать, и над душою скорбной, усталой и больной склонится ангел горний с крылатой спиной. Отгонит нижних в свору и словом укрепит, согласно уговору избавит от обид. И улетит на небо, хорошенький такой, а мне туда не треба, а я хочу домой, хочу над полем отчим и в осень, и в весну летать, а ближе к ночи стереть здесь тишину. Манит меня звучание далей, седлаю стопи арабелой души, и как серебряная месяца луч, тень скрученную поднимаю дорогу. Ни корки хлеба и ни горка, лишь пригоршня желаний, сияние глаз, благословение и проклятие к пределам неведомым не привлекат мне. Жажду очей утаю еще раз. Быть может, давно меня знает путь по старому позабытому сну, и где-то меж древних открытых стен, быть может, безмолвный закат меня ждет. Я хочу вам еще что-то рассказать. Если возможно, пожалуйста, приходите в Белград, но если приедете в Белград, а не будете на улице Скадавия, никак не были в Белграде. Улица Скадавия примерно как здесь Старый Арбат. Но что интересно, значит, улица, она сохранена именно как конец прошлого века была и сначала того века, где собирались художники, поэты, богемы, музыканты. Даже сейчас, летом, там выставки по улицам, там поют музыканты, там по улицам продается наши специалитеты сербские, приходите, попробуйте. Это не реклама, но просто хочу вам сказать, что действительно такое, что существует, прекрасно, что когда вы бываете вечером в этом улице, вы как вернулись 100 лет назад. Тоже там находится дом нашего поэта с начала того века Джуря Якшича. Однажды уже я пошла там увидеться с друзьями, и должен быть литературный вечер в его доме. Сейчас это дом как музей, и там отбывают литературные музыкальные вечера.
Как я уже сказала, по стенах стоят картины, выставка, я девушку спрашиваю, но где здесь дом Юрия Акшича? Она говорит, вот и здесь. Я растерялась, потому что ремонт был сделан, и сразу напротив его дома находится, значит, ресторанчик старинный тоже, который называется «Три шишира», значит, «Три шляпки». Тогда я написала стихотворение, у меня перевода нет, я его прочту на сельском языке, но вы почувствуете, что я тогда сказала. Zlatasti sjaj senjera starih, red prozora s crnom šara, a tek okrećena ponosno stoji vremešna prekrasna dama. Namernik zastane nemo pred lepotom gospe ove, želja ga mami u kuću da ušeta, a čini mu se da upravo njega skriven čeka poeta. Tu preko puta, kod Tri šešira, gozba i pesma ko nekad, a struna